ничего, зашло, работает. Так, слева сирийское утро, или зрители 8 человек, я не понял, зрители 8 утра Беркише, и в ютубе Кише. Короче, время 4 утра, я с вами сколько уже? 4 часа почти с вами, да, 12 же начал. 8 утра Башкортостанда, Казахстанда, Узбекистанда, 8 утра. Так, так, ну, короче, про Бармалей Либераш. По сюжету «Злая королева» отечество стремится уничтожить Новый год, окей. А противостоять ей Белая королева Севера и фантастическая Алиса Селезнева. Не поверьте, но на этот шабаш пациентов психушки даже пришли зрители. Ну, это, короче, какая-то хуйня, ну, короче, понятно. Ты хуй поймешь. Ну вот, до пожара дошли. Район Пасифик, Палисейдс, Лос-Анджелес, стёр с лица земли после пожара. Как раз в начале эфира, если помните, я вам говорил. Оллана Ларнете, нашу была. Это Лос-Анджелес, Америка. Бу Оллана Ларнете. Давайте чуть-чуть поясню на русском, чтобы украинцы тоже понимали. Когда ты не сытый, и у тебя когда эго голодное, подобие как Путина, Трампа, у тебя в стране происходит вот такая хуйня. Ежесекундно, ежеминутно, в ту же секунду. За 6 секунд, блядь. Я не знаю, как это нахуй правильно сказать. Вот такая хуйня, блядь. И я помню, это не первый раз. Когда Америка, блядь, долбила нахуй Сирию, долбила что-то Афганистан, те моменты тоже надо вспоминать. Вот именно тот момент и промежуток того, что происходило, блядь, нахуй в этой наводнение в Америке, еще что-то нахуй, в Европе нахуй всякая хуйня. Они этого не понимают. Этого не понимают, понимаете смысл? Это всем касается. И у арабов происходила эта хуйня. На днях вот я видел, Мекку затопило. Вот это и есть, Аллан, это не... Мекка затопил конкретно нахрен. Все, там, пиздец. Аллан Ларн это конкретно Ларнет был. Это, как бы, так скажем, показывает Аллах, что он недоволен людьми тех мест. Вот пропиздушил, это, как говорится, Трамп что-то, блядь, про Гренландию, Панаму. Вот тебе нахуй. Потоп. А у арабов почему так? Это, как бы, мои предположения, но это, как говорится, по исламу любой человек поймет. Аллах Ларнет машу главу. Это нужно признавать, это нужно говорить, доносить людям. Когда Аллах Та'аля недоволен землей, людьми, он приносит беды, чтобы мы осознали. Но народ до такой степени одичал, тупой нахуй, потому что он отошел от ислама, блядь. И он не понимает. Эти арабы проводят в Дубае, блядь, нахуй, Хэллоуины, блядь, всякую хуйню, блядь, праздники, блядь, ужасы какие-то, вот я тоже где-то натыкался. Ужас какие-то, блядь, там делали они, нахуй, Хэллоуины, блядь, нахуй, праздники, Новый год. Последнее же самое, что еще они делали? Вот праздновали, блядь, этот пидорасийский, еврейский праздник, нахуй, свечи эти ебаные, вот такие свечи, нахуй, они поджигали арабы, и ха-ха ловили. Какой-то Пасха, хуяшка, блядь, хуй поймет, что там, что за название. Ханука, блядь, вроде, блядь, хуюка, блядь, вот это, блядь, ебаные их, блядь. Вот это хуйню они, блядь, проводили. Арабы. В белом, с красной повязкой. Арабы. Ебанулись арабы, нахуй. Оллана лягната был. Оллана лягната сызгай, бетуны друзья. Пошла, блядь. Ебаные арабы, блядь. Исходя от этого, вот это что, нахуй? Вот это и есть, блядь, нахуй. То, что нахуй. Вот это, точнее, блядь. Вот это, нахуй. Это и есть, блядь, что народ, нахуй, народ прихуел уже, блядь. До такой степени прихуел, блядь, что, блядь, нахуй, он не понимает, нахуй, когда им говорят, остановись, живи спокойно. И потом Аллах нам приносит им вот это потопы и всякое поебутину. И еще напомню, в Китае, когда угнетал Бирму с этими ебаными, нахуй, блядь, шаулинги, нахуй, как это сраные, нахуй, красные одежды, блядь. Монахи ебаные, нахуй. И что произошло с монахами? Недавно монахами, что произошло? Что произошло с монахами? Не помню, блядь. То ли, нахуй, тоже, блядь, потоп у них произошел, то ли что, понимаете? Понимаете, вот, они, блядь, ебли в 2017 году Бирму, 2016-2017, блядь, Бирму, помните? Мьянма, Бирма, они ебли гондоны мусульман. И что с ними произошло? Само собой, этим гондонам монахам тоже что-то произошло в то время, его ёбнули вроде бы. А вот сейчас что произошло? Вот это и есть, блядь. Уйгуров там прессуют. Вот это и есть, нахуй, та тема. Вот каждый прессинг, блядь, народа на народ, Аллах показывает. А вам только остается вкурить в это, вкурить надо, вкурить, понимаете? Курить надо. А вы этого не можете понять. Вкурить это надо. Если вам это, как говорится, ну, тяжело дается, посмотрите на землю, блядь, подумайте, нахуй. Не время ли, не пришло ли время менять Трампа, блядь, Путинасоса, блядь, Лукашку, нахуй, Эммануэля Рахмона, всех гондонов, Эрдогана, нахуй, пидора, нахуй, Алиева тоже, нахуй, намыло, нахуй, всех. Не время ли, а? Нетаньяху, блядь, у арабов там смена, нахуй, власти надо создать. Не время ли, а? Этого сраного китайца тоже, нахуй, сменить можно, гондона, чтобы нормально власть у них была. Блядь, да хуя кого надо сменить, вам не кажется, а? Бардак на земле, блядь. Пожар описывается как один из самых разрушительных в истории Лос-Анджелеса, в результате которого сгорело более 15 800 акров, 6400 гектаров и было разрушено множество домов. Это хуйня. Это хуйня. Аллах Та'аля, динозавр, ладно, югалта пошла. Динозавры были. 6 миллионов или сколько там, миллиардов лет назад, блядь. Динозавров нету. А чё? Ему порошок стереть нас. Проблема ему, что ли? Нет проблем. И каждый человек должен, я думаю, ценить, что он сегодня родился. Сегодня он, как говорится, живет. Не голодный, еда, все есть. Научиться, блядь, помогать Бангладешу, Пакистану, где дохуя, Эритрии, Эфиопии, где дохуя людей, блядь. В конце концов, Палестина, где дохуя людей голодные, блядь, которые не наедаются даже. Одежды нет, обуви нету, блядь. Дохуя проблем, блядь, на земле. А вы не можете просто, блядь, нахуй, за Башкортостан, за Татарстан пойти Москву ебать. Понимаете? Вот какой очком, нахуй, среди нас, блядь. Точнее, все очкисты, нахуй, среди нас. Это пиздец. Ну, вот это я не послушал, я закинул, но пока не вкурил. О чем речь? Дело о госперевороте в Таджикистане. Обвиняемым грозит до 30 лет. Радикалы угрожают Рахмону. В Таджикистане продолжается рассмотрение так называемого дела о госперевороте. Прокурор запросил для обвиняемых от 23 до 30 лет лишения свободы. Насчет Таджикистана и радикалов. Насчет Афганистана. Это все связано. В Афганистане ненавидят таджиков, которые десна целуются узким миром.
Это как раз вот этот Рахмон. Таджикистан в идеале, может быть, да, если отошел бы этот ебаный Рахмон, с афганцами они бы подружились бы получше. Потому что одна языковая тема, почти что они одинаковые, там нехуй им делить даже. Это то же самое, как мы, башкир, казах, узбек, татар, вот из этой категории. Вот из этой категории, блядь. И язык у них одинаковый, нахуй. Почему бы и нет, блядь? Чтобы они, блядь, вместе тусили, нахуй. Правильные дела делали. Мы, конечно, будем контролировать этих двух долбений, нахуй. И афган, и таджиков, блядь, чтобы они хуйню не маялись, блядь. Как раз вот насчет слова радикалов не было. Нам не нужны там оттуда, нахуй. Ни Вовчики, ни эти, блядь, идилсы, нахуй, сраные, блядь. Нам не нужны они, нахуй. Мы не с той категории, нахуй. У нас ислам будет, у нас будет цивильный ислам, блядь, который по книге, а не хуйней мается, блядь. Пещерный, нахуй, заман какие-то рядом, нахуй. Там не сказано, что пещерный заман какой-то, блядь. Коренный газон, нахуй. Нужно конкретно жить по ученым и по, как сказать, по развитию. Если, допустим, там сказано, что мы должны обучаться и учиться Корану, значит, Коран нас учит, а учит, потом мы изучаем ученых, появляются у нас ученые, ум появляется, значит, разум и так далее. Исходя от этого, значит, у нас интеллект растет. После роста интеллекта мы что получается, нахуй? Значит, мы обогащаемся, как говорится, какими-то новшествами, нахуй. И тем самым у нас идет 21 век, как хотите называть его, 22 век, блядь, имеется в виду, цивилизация идет. После этого, получается, у нас идет развитие всего, там, мусульманства, там, других религий, разницы нету. Мы не должны отставать. Нам никто, Аллах Та'аля, не говорил, чтобы мы отставали от этого. Он вообще не говорил. Он наоборот говорит, Аллах Та'аля, чтобы мы росли, мы умными были. А вот эти игилы вовчики, они нас в пещерный, какие-то ёбаный животный мир таскают, нахуй, вот как сейчас в Афганистане, нахуй. Пидоры, нахуй, я всегда говорю же, из пизды вышли, и им нельзя акушерками, и голос возбуждает, понимаешь ли. Нихуя себе, кто такие? Я вот любому афганцу, вот там, блядь, этим пидорам, нахуй, талибана, нахуй, я им предъявил бы гандоном, нахуй. Конечно, с ними надо с автоматом стоять, нахуй, потому что они ебанутые, нахуй, в голову. Исходя от этого, этим ебанутым в голову, я бы сказал бы, уебок, если ты, гандон, сраный, нахуй, афганский, блядь, талибан, блядь, запрещаешь, блядь, нахуй, или там рожать, блядь, чтобы они акушерками были, и вот это, я забыл, блядь, вот это сказать, если тебя возбуждает голос женщины, получается, если ты гонишь под ислам, окей, да, я вот как мусульманин тебе говорю, почему тебя возбуждает голос женщины? Почему ты запрещаешь им говорить там или произносить их голоса, там, им нельзя разговаривать, там, и даже вот видели, что дома строят, блядь, без окон, нахуй, если вот эта хуйня. После этого, ты, афган, вот этот хуй, блядь, получается, ты превзошел меня, что ли? Ты, значит, как фараон классом? Получается, ты как фараон себя ведешь, ублюдок? Ты, значит, блядь, лучше, нахуй, арабов, ты лучше татар-мусульман, или там чеченцев-мусульман, ты лучше, что ли, получается? Потому что мы же не возбуждаемся от голоса женщины. Это значит, только ты возбуждаешься, пидор талибанский. Это значит, ты возомнился, нахуй, кичливость твою врубаешь, или что за хуйня? Или у тебя, нахуй, в детстве, нахуй, не так тебя, нахуй, воспитали, и у тебя какое-то возбуждение члена твоего ебаного, нахуй, на женщин идет, блядь, которая же тебя родила. Тогда еще вспомогательный вопрос этим пидорам. Дополнение было бы, нахуй, если бы они со мной на дебат пошли бы, нахуй. Гандон, тогда заткни родившую твою мать. Отрежь язык, чтобы не было слышно ее. Она ж тебя рожала, рожала. Заткни ее. Заткни раз и навсегда свою мать, ублюдок. Которую тебя выродка, нахуй, родила, блядь, талибанского, нахуй. Гниду, нахуй, тупорылую. Вы же пещерные тупорылые люди, мрази. Заткни свою мать, нахуй, ублюдок, а не женщин. А потом посмотрим, как ты будешь потом пить. Можно ли было ей отрезать язык, чтобы она не говорила? Возбуждает, блядь. Может, голос твоей матери тоже тебя возбуждать будет? Она же женщина, она же тебя родила. Из пизды же ты вышел, ублюдок. Вот, понимаете, вот до такого момента мы точно не будем докатываться Башкортостана, Татарстана, понимаете? Вот это и есть цивилизация ислама. Вот это и есть, блядь, прирост к тому, что мозги, нахуй, надо иметь, нахуй. А не какую-то ересь, нахуй, пещерных людей, блядь, слушать, блядь, игилы, и вовчиков, и талибана сраным, нахуй. Поэтому в идеале, нахуй, если мы создадим независимость Башкортостана с Татарстаном, сольемся в единые, как говорится, войска, грубо говоря, с Казахстаном, с Узбекистаном, если захочет Таджикистан цивильную жизнь, с Таджикистаном, и войдем, как говорится, в Афганистан. Разбираться с Афганом. Потому что эта тема тоже больно, нахуй, заебывать начала уже, блядь, нахуй. Афгана мы тоже порешаем, уничтожим Талибан. Почему? Потому что они принюхались с узкожопами. Мы им это предъяву кинем. И почему я эту тему сейчас загоняю? Потому что есть другая тема. Оказывается, по 200 тысяч, нахуй, долларов, наверное, нахуй, я не знаю, блядь, нахуй. Москва сраная, нахуй. Вот это, блядь, КГБшники сраные, нахуй. Подгоняли этим афганцам, каким-то талибанам или чего, вот поэтому они принюхались. Чтобы они убивали американских солдат, блядь. Просто так, мочили американцев. Понимаете, какой замысел тут, блядь? Чтобы они, блядь, вошли, блядь, и чтобы они ушли, и вошли эти узкожопые. И через какое-то время они, видите, блядь, уже заточенная доктрина, которая уже наперед на 10-20 лет начинается у них, блядь, сыр-бор, нахуй, в Украине, а они начинают тесно целоваться с ними, нахуй. И тут Талибан, нахуй, в Москве, блядь. Понимаете, какой замысел тут, нахуй? И нахуй сесть, и рыбку сесть они хотят, понимаете? Получается, руками талибов уничтожили американцев. Враг моего врага, друг мой, или что-то в этом роде, нахуй. Их уничтожили через Афган. Афган, получается, тут, нахуй, только пешка и так далее. И тут вопрос возникает. Когда мы уничтожим Москву, блядь, Москве пизда, когда придет, Талибан посмотрит, с кем он же будет дружить, блядь. Тут придут к нему, нахуй, прямиком, нахуй, прилетят американцы, скажут, ну что, братки, нахуй. Мы можем оставить. Этот вариант я тоже сегодня обдумывал. Мы можем оставить этот вариант. Пусть на разъединение волков, так скажем, дадим, нахуй. Пусть американцы поебутся опять с Афганом. Но вариант это не так уж. Есть только вот этот один вариант. Чисто из-за того, что мы мусульмане, братьев мусульман, потому что там дохуя узбеков, таджиков, вот этих полупоперов хазар, блядь, нахуй, этих хуй поймешь, хазары, блядь. Ну, по крайней мере, вот этих, нахуй. Конечно, шиитов тоже дохуя там. Ну, хуй с ними, это нормальные шииты, не из той категории долбоебов, которые в Иране, блядь. Исходя от этого, мы должны будем помочь им.
помочь, нахуй, предъявить, нахуй. И в идеале, нахуй, в эту тему, если я доживу, блядь, я сам хочу съездить в Афганистан, блядь, поговорить с этими талибами, нахуй. И все вот эти карты на стол, нахуй, предъявить, нахуй. То, что я примерно еще знаю. Может, к этому еще мы информацию добудем, нахуй, само собой, мы подготовим, туда поедем, нахуй. Охраны надо туда ехать, блядь, чтобы, как говорится, не грохнули нас там по дороге, блядь, долбоёбаны, что тупорылые, нахуй. Исходя от этого, нахуй, первая задача, нахуй, помочь нашим всем вот этим делегаций всех этих стран, которые я говорил, полтора башкар, можно и чеченцев взять, Дагестан взять, само собой, но в идеале лучше нам сами разобраться без них. Короче, кто захочет, тот и поедет, нахуй, похуй. Главная суть переговоры с афганами, чтобы они вошли, как говорится, в нашу общую тему. Наша общая тема– это развитие наших республик. Развитие от начала новой земли, уже новая земля как раз и название новой земля, это все наши земли будут, иншаллах, Башкортостана, с морского пути, заканчивая концом Афганистана. Примерно вот такая тема. Потом там переключимся еще дальше больше в Пакистан, Бангладеш, дальше уже это будет уже дальше, иншаллах, это дальше будет дело. Вот эта тема, понимаете, вот эту тему мы должны обязательно развить, блядь, а не зацикливаться только насчет Башкортостана, Татарстана. То, что мы это сделаем, понятно, мы сделаем, блядь, Москву заявлением, все это замокнет, вот там уже дела начнутся глубже, понимаете, сыр-бор с Афганом. Вот самая тема. Предъява, само собой, будет за русский мир, и вот эта тематика, то, что они снюхались с узкожопами, видя, что внутри пидорасии были мы мусульмане и так далее. Вот этой темы, нахуй, мы нагоним на них, унизим их, и тем самым, как говорится, этих пидоров возьмем, как говорится, в свои руки. В каком понимании? Чтобы они заебали, нахуй, больше, ну, как так скажем, не заебывали, точнее, блядь, нахуй, вот этих своих женщин, нахуй, блядь, голос, нахуй, не голос, нахуй, вот эта тема, чтобы у них тоже пошла цивилизация. В идеале, как в других эфирах рассказывал, построить им тоже дома, вытащить их из пещер, ёб твою мать, из пещер этих, блядь, вытащить из пещер и начать давать им нормальную жизнь. И я здесь знаю, да хуя афганцев и Норвегии, и здесь, везде, мы выйдем на эфир к ним тоже, скажем, блядь, сливайте все бабки в Афганистан, чтобы они тоже могли вернуться в свои родные края, родственников повидать и так далее, и чтобы у них уже цивилизация началась, чтобы они по миру могли ездить в Афганистан туда и обратно нормально, чтобы у них были загранпаспорта, их принимали, нормально все жить начали люди, понимаете? Вот к чему мы должны стремиться, блядь, нахуй. А не так, что, блядь, нахуй, Башкортостан, Татарстан, не, нихуя. Кушен, как у нас говорят, и у мусульман вроде говорят, да, так, точнее, в исламе, как говорится, да, так, пока у тебя сосед голодный, если у тебя сосед голодный, ты не можешь быть там сытым или как-то, если ты сытый, сосед у тебя голодный, ты не можешь спокойно спать или как-то, вот, как-то выражение есть же, вот из такой категории. Мы не можем это видеть. А в данный момент мы в полной жопе. А чтобы это все, эту жопу свою убрать, надо, как говорится, и начать помогать другим, надо нам самим сферам независимости получить. Как всегда, возвращаемся назад, блядь. Вот поэтому спать, лежать, балду гонять, нахуй, время закончилось. Если мы сейчас это не создадим, то наши дети хуй это сделают, блядь. Потому что если мы не сможем, то наши дети вообще не смогут это сделать. Потому что там они вообще куку станут, там все узкожопые будут, нахуй, там уже все, не будет нас. Нас не будет. И у нас время очень мало, блядь, нахуй. Очень мало осталось, блядь, нахуй. Мне, блядь, нахуй 39, блядь. Завтра, нахуй, 50-60 я уже тоже не смогу, наверное, что-то делать. Понимаете, нахуй? Если я доживу еще до 50-60, хуй его знает. По крайней мере. А по что потом? Все. Наших детей мы потеряем, блядь. Точнее, ладно, хуй с ним дети, нахуй. Без миллять угала, блядь. Миллять угала, да, шунда, блядь, пидорасия, да, зор, пидораса была, блядь. Все пидорасами будут, вот и все. Там не будет татары, чеченцы, нет, они пидоры, нахуй, жить. А где вы живете? А пидорасия, нахуй. А кто там нация? Пидоры, нахуй. Нация пидоров, нахуй, будет, понимаете? Все, вот такой нации вы хотите создать, нахуй. Короче говоря, у нас не Атила, из не Атила мы вышли, а забрели в пидорасию, нахуй. И получается, наши дети будут называться пидорами, нахуй. Прикольная тема, да, это? Аллах согласен, конечно, до такого, блядь, дожить, блядь. Поэтому мы должны, как говорится, сделать 41-45, грубо говоря, вот такую тему, нахуй. Вообще, в идеале, к 80-летию, нахуй, вот это освобождение от ебаного Гитлера, нахуй, наших воспоминаний наших предков и так далее. Мы, наоборот, должны к этому 80-летию, нахуй, этому 9 мая, нахуй, заебенить Москву и уничтожить, нахуй, фашизм, блядь. Было бы идеально, блядь. Раз тоже говорил об этом. Вот это было бы классно, блядь, нахуй. Наша задача уничтожить, нахуй, этот странный этот фашизм, блядь, нахуй. Путинизм, блядь, этот весь, блядь, манкуртизм, блядь, наш внутренний. Все. Что у нас, блядь, была рахатана хитрая, блядь. Вот я вам гарантию могу дать, что Аллах Талям сразу баракят даст. Когда мы уничтожим вот такой режим рабский, мы выйдем из рабства, Аллах Талям нам даст баракят. Вот увидите, мы вообще будем свести, классно будет, вот реально классно будет. Но для этого, чтобы это классно было, нам надо сейчас чуть-чуть надо жопу помучить, встать, в конце концов, со своих мест нахрен. Вытащить свое эго нахуй, закопать его нахуй, чтобы он никогда больше не появлялся, твое эго нахрен. Нафиг свой. Навсегда пошло нахрен, брахуя. И все. И ты свободен. Примерно так. Так. Давайте дочитать. Просто за 2-3 дня закиданные новости, только не могу дочитать даже. Да хуя. Так. Батон уже не по цене. Жители Башкирии обсуждают подорожание хлеба. Читал, не читал, я не знаю. Магазины Башкирии заметили скачок цен на хлеб из-за эконом-сегмента. Например, батон «Моя цена». О, я помню. «Моя цена», блядь. И в печёрочке же это. А, Магните это, оказывается. Подорожал с 30 до 49 рублей. Это больше, чем на 50%. А я помню, 2007 года, этот батон, ну просто батон, мы его батон называем, блядь. Такой батон, здесь нет такого, ну может и есть, но не больно не видел. Здесь багеты, блядь. Батон, вот этот, такой сверху так порезан на 3-4, это, да, такой мягкий, такой классный. Не спиздеть, блядь. Стоило, помню, блядь, 7 рублей, блядь. 7, потом что-то стало 11 рублей, блядь. Понимаете, какие цены были? А сейчас, говорит, от 30 до 49 выросло. Ну, по идее, ни до хрена не выросло, блядь. По идее, блядь. Вот здесь 49, она говорит, да? Это 50 центов, блядь, пусть будет даже. Но если курс сегодня, не знаю, не смотрел давно курс, блядь, ну, 50 центов, допустим. А здесь один хлеб, блядь, нахуй стоит 1,70. Ну, не батон, ну, булка, короче, блядь, какая-то, блядь, буханка, блядь, типа, нарезанная с отрубями, блядь. С отрубями. 1,70 стоит. Это самый дешевый. Вот то, что я за все время наблюдал, это самое дешевое, то, что позарез, когда надо, а так я сам готовлю. А так 1,70. Ну, вот так посмотришь, ёбаный, наоборот, думаешь, 170 рублей, нахуй. Что за нахуй? 170 рублей, блядь, представляете? Один хлеб. А здесь 50 центов, блядь. Ну, это вообще, по идее, блядь, нахуй.
рядом не стояла с Европой. Возмущенные жители пишут, что стратегический продукт становится недоступным для многих. Ни хрена себе, очень хороший вклад. А власти, по их мнению, от проблемы открещиваются, ссылаясь на частные компании. На какие частные компании? Зерно возили, свеклу возили. Какие частные компании? Причем тут? Зерно просто нахуй отправили куда не нужно. Пихнули, продали, блядь. Вот и все. И у вас хлеб растет. Как сахар, блядь. Помните? Во время коруны или что? Все попрятали нахуй, а потом хуяк цены подняли. Помните, какая хуйня была? Напомним, по данным опроса, 7% жителей региона признаются, что едва могут позволить себе хлеб. А 26% не смогли накрыть праздничный стол на Новый год. Пиздец нахуй. Я вроде читал об этом, блядь. Что-то я уже на старые новости пошел, что ли. Сталин ГУЛАГ какой-то, блядь. С 1 января половина российских регионов стали платными для посещения. Что за нахуй? Регионы платные. Теперь с каждого туриста будет взимать 1% от стоимости проживания, не менее 100 рублей в день. Правильно, давно пора внедрять федеральную программу «Не хуй шастать». Сидите дома по всей стране. Нормальный человек с этим вашим туризмом не занимается. У него только два веских повода: куда-то поехать, похороны и свадьба. Хуйня какая-то нахуй. Я же говорю, завтра, блядь, скажут за воздух, блядь, за воздух вы будете платить нахуй. Ну же вы, лохи же вы. Ваш остальной Татарстан. Лохопетовская нахуй. За воздух будет скоро, блядь, вот так. Дыхни, не дыши нахуй. Плати, сука, нахуй. Вот типа вот так будет, понимаете, нахуй. Пиздец. Так. Ну вот опять началось. Я говорил или нет на том, или я нет, это еще не говорил. Раменский, Подмосковье, кто-то поджег мусульманское иммигрантское кафе, блядь. Ну обезьяны нахуй, поджигает он кафе, блядь. Какая-то овца нахуй переоделась, блядь, нахуй. Какой-то маски шоу нахуй и заебенил нахуй. Хуйню вот эту. Наверное, бензин кидает нахуй. В бутылке, блядь. Вот так вот. Из первых уст сепаратист Северного Казахстана. Так. А, вот это да, мы в тот день точно, у меня эфира не было уже. Смотрели. Ну да, да, вот. По-узбекски даже написано. Вот этот, который раменский, блядь. Черт этот, блядь, тащит. Бегут долбоебы. Ну, явно местные узкожопые, блядь, это сделали. Местные узкожопые, блядь, сжигают, блядь, чьи-то нахуй кафешки халяльные, блядь. Ну, и то же самое, как мясо сжечь в Башкортостане. Одно и то же, блядь. Ничего не отличается, блядь. Ничего. Господи. Так. А, вот. Давайте вот туда же читаем. Астра. Ну, черт какой-то, блядь. В Астре. Читаем про него. Заживо сжегший пенсионерку герой СВО. Устал воевать и попытался покончить с собой. Но безрезультатно. 30-летний Денис Аккалаев из воинской части в Клинцах Брянской области попал в больницу с ножевым ранением в живот. Узнал Астра. Совершить суицид герой пытался, будучи пьяным, потому что не хотел возвращаться на фронт. На передовой он попал из колонии, где отбыл. Суицид герой пытался, будучи пьяным, потому что не хотел возвращаться на фронт. На передовой он попал из колонии, где отбыл, потому что не хотел возвращаться на фронт. На передовой он попал из колонии, где отбыл.